Работа этой службы где-то на стыке главнейших и популярнейших сфер для профессионального образования в нашем крае, а именно юриспруденции и экономики. Ежегодная пресс-конференция в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы в рамках отчета за весьма плодотворный 2021 представляет собой краткий обзор деятельности ведомства по нескольким ключевым направлениям, важнейшими из которых является регулирование рынков предпринимательства, соблюдение антимонопольного законодательства, в том числе контроль государственных органов, защита интересов как потребителей, так и самих представителей малого и среднего бизнеса. Нами было возбуждено 15 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Это дела в сфере электроснабжения, автоперевозок, выделения земельных участков, продажи государственного и муниципального имущества, создания унитарных предприятий, также наделение хозяйствующих субъектов функциями и полномочиями органов власти. По результатам рассмотрения возбужденных дел по 14 делам ответчики были признаны нарушившими требования антимонопольного законодательства. Было выдано 6 предписаний, из которых 4 исполнены в установленные сроки, 2 предписания находятся на стадии исполнения. Особой статьей в выступлении руководителя УФАС идет информация о раскрытии крупнейшего в нашей стране сговора юридических лиц при госзакупках на общую сумму около 9 миллиардов рублей. По этому делу специалистам экономического права пришлось задействовать все свои знания. Как итог, судом было вынесено постановление о наложении штрафа на сумму около 21 миллиона рублей. В своих выступлениях по этому инфоповоду ведомство неоднократно раскрывало детали, однако повторить актуальные данные будет не лишним. По результатам рассмотрения дел, согласно принятым решениям о нарушении закона о защите конкуренции, было вынесено 66 постановлений по статьям 14.9, 14.31, 14.32, 14.33 и 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о наложении штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 21 миллиона рублей. В рамках контроля за ценами на перевозки пассажиров и грузов, на нефтепродукты, на товаросертифицированных продавцов и многое другое, антимонопольная служба тесно сотрудничает с Министерством промышленности и цифрового развития, экономическим ведомством и Роспотребнадзором. Касательно цен на бензин и дизельное топливо, в нашем регионе продолжение выгоднее как минимум на 3 рубля за литр по сравнению с другими субъектами. В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства УФАС причастна к созданию так называемой дорожной карты Ингушетии. Дорожная карта определяет основные направления деятельности органов исполнительной власти республики на плановый 4-летний период и включает показатели развития конкуренции на 34 ключевых региональных товарных рынках. Мероприятия направлены на устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров в предпринимательстве, оптимизацию процедур государственных закупок. Также определены дальнейшие меры по совершенствованию процесса управления объектами государственной собственности, общественного контроля за деятельностью субъектами сельских монополий. Исполнение дорожной карты будет способствовать развитию конкурентной среды на товарных рынках и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Ингушетия. Сложная работа в рамках антимонопольного законодательства требует от сотрудников не только знаний, но и решительности в борьбе за соблюдение прав потребителей. Снижение числа нарушений говорит о повышении грамотности и добропорядочности как самих организаций, так и о положительном влиянии деятельности надзорного ведомства. Хаджимурат Приев, Ахмет Эсмурзиев, Хеда Бархоева, Вести Ингушетия.